Сегодня в Хабаровске открыли первый дальневосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение-2015». В участии принимают 23 команды вузов Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей, также Японии, Китая и Северной Кореи. Свои команды на фестивале представила и Якутия. Репортаж нашего собственного корреспондента в Хабаровске Стаса Михайлова. Открылся первый фестиваль студентов Азии парадом студенческих команд. Всего в соревнованиях принимают участие 1500 студентов из дальневосточных вузов и стран АТР. Одну из самых больших сборных представляет команда из Якутии. В программе фестиваля соревнования по 5 олимпийским видам спорта – плавание, дзюдо, настольный теннис, волейбол и баскетбол, а также показательные выступления по 12 видам спорта молодежной субкультуры, фитнес-конвенция и научно-практическая конференция. В первую очередь данное мероприятие призвано стать площадкой для общения студентов разных культур и стран, а также пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. Оргкомитет фестиваля не раз подчеркивал, что за образец ими были взяты международные спортивные игры «Дети Азии». Если Республика Саха-Якутия взяла на себя ответственность, так скажем, за детей, то мы постараемся поддержать тот уровень, который задает Якутская республика, и проводить уже такие мероприятия на уровне молодежи. Сразу после церемонии открытия начались основные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, а также заплывы пловцов. Ребята из Якутии принимают участие во всех основных мероприятиях. Мы фактически по всем видам будем участвовать. По некоторым видам, как дзюдо, плавание, у нас неполные команды, и по баскетболу только юноши. Но наши студенты настроены на очень серьезную игру. Студентов ожидают еще 3 дня фестиваля, в ходе которых им предстоит посостязаться в выступлениях по современным видам молодежной культуры, фитнес-конвенция, а также научно-практическая конференция. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.